Millet телеканалының эфиріне Ачықлав программасы девам еті. Ақшам шәріфлеріне сқайырлы осырметлі сейірчілер. Студияда Левиза Сидбилялова. Вен ефбеттікі ярым саат девамында диққатыңызға жанлы яйында да бір ачық субъетіміз. Оның іштіракчысы сіз де ола білесіңіз. Әр заман олғаны кебі студиямызда телефон чалышаве бұтын ратсызлаған суалеріні бұл вақыт ішінде біз дінлеп сізлерге жауапларыны бермеге азырмыз. Ve bugünkü musafirimiz, bizim subyetteşimiz, sizin suallarınızga cevaplarını bermege hazır olan musafirimiz Sağ Şehir Memuriyet Başının muavini Şerif Osmanov. Şerif Bey, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, akşam şehriniz hayırlı olsun. Sağ olunuz. Şerif Bey, işte anlağınız gibi bugün Sağ Şehir hakkında söz görseteceğimiz, hususan sizin rayonunuzda, sizin şehrinizde yaşayan vatandaşlarımız hakkında onların abadanlaştırığı hakkında ve ilk evvel elbette ki sormak isterdik ki geçken sene devamında yani 2016 senesinde halkımızın rehabilitelengeni için ne kadar sermaye, ne kadar paralar ayrıldı? Ben Rus dilinde Evet, nasıl kolay olsa. Sağ olunuz. В 2016 году в городе Саки у нас была программа выдачи материальной помощи на завершение строительства жилья реабилитированным народом, то есть помощь в сумме 675 тысяч была оказана 3 жителям города Саки на завершение строительства индивидуального жилья. Мы выезжали в эти дома, которые строятся, действительно, люди в затруднительной ситуации, положении, когда необходима помощь материальная, и вот 3 заявителям была оказана помощь. В том году впервые в Крыму была реализована программа выкупа жилья тем людям, которые стоят в очереди на жилье. И, к сожалению, наш город не смог принять участие в этой программе, поскольку квадратный метр жилья в городе Саки очень дорогой, составляет около 60 тысяч рублей, а согласно нормативно-правовым актам выкуп жилья может быть осуществлен только при условии, что стоимость квадратного метра будет не более 37 тысяч. Поэтому мы не смогли реализовать эту программу только вот по этой причине, поскольку данный нормативный акт не учитывает специфику курортных городов, курортных регионов, где стоимость жилья на порядок выше, чем в других районах Крыма. Но, тем не менее, мы сегодня ведем переговоры с администрацией Сакского района на предмет того, что перенести строительство многоквартирного жилого дома на 120 квартир из села Орехово в город Саки. Мы готовы сегодня предоставить площадку для строительства этого дома. Этот вопрос сегодня в стадии переговоров. Государственный комитет по делам национальности сегодня выступил неким таким помощником в реализации этого вопроса. И если мы сегодня найдем точки соприкосновения, скажем так, то мы вопросы решим и тем самым закроем очередь как городскую, так и районную. Вот. В этом году начинает действовать программа, кроме тех, которые были в том году, материальной помощи и выкуп жилья, и еще и оплата за подключение к коммунальным услугам, электро, газа, водоснабжению. То есть сегодня люди, у которых есть справка о реабилитации, могут подать документы, и государство предоставляет, компенсирует 50% от стоимости за подключение вот этих коммунальных услуг. Шериф Бей, вот вы сказали про 120-квартирный дом, он только строится, правильно я понимаю? Он не строится, он находится в федеральной целевой программе, это 2018-2019 года, вот, он еще не строится, поэтому мы сегодня ведем переговоры о том, чтобы разместить и начать строить его уже в городе Саки. Поскольку сегодня очень много, село Орехово, это близлежащее село городу Саки, и много жителей села Орехово сегодня работают в городе Саки, их дети учатся в школах, в детских садах города, и поэтому есть необходимость именно строительства дома в городе, в черте города. То есть это было бы удобно? Это было бы удобно, мы тем самым закрыли бы все очереди, и сегодня земельный участок уже готов, предоставлен, закадастрирован, и мы сегодня готовы
осуществить этот проект совместно с районной администрацией. Вот по предоставлению материальной помощи, вот вы сказали, что только 3 человека, да, смогли получить эту помощь. Почему так мало? Мало нуждающихся? Я вам хочу сказать, что по городу Саки это немало. Сегодня мы сами ищем тех людей, которым необходимо помочь именно на территории города. В районах другая ситуация, там действительно очереди, а в городе сегодня практически город у нас небольшой, 25 тысяч населения, и как раз вот спрос, у нас было всего 5 заявителей, из них 2 не подошли по причине нехватающих документов, и 3 как раз соответствовали тем критериям, и мы в полной мере удовлетворили, максимально оказали помощь в размере 225 тысяч на каждого человека, оказали такую помощь. В 2015 году также 3 заявителям была оказана помощь, поэтому мы в принципе удовлетворяем и потихоньку закрываем вопросы по городу в плане выдачи материальной помощи вот именно на завершение строительства индивидуального жилого дома. Я еще раз обращаюсь к нашим телезрителям. Бурметли Серджилер, бізім студиямызда бүгін телефон чалыша Эрзаман Алганы КБ. Студиямызда есістақ Шер Мемуриет башының муавины Шериф Османов. Біз сізін сөйлеріңізді беклейміз. Мұтлақа телефон ачыңыз, жевапларны мұтлақа ештірсіз. Продолжаем нашу беседу. Шерифбей, вот начали мы говорить про материальную помощь, по предоставлению средств. Знаем, что еще в Саках была реализована такая программа, называется «Забота». Что это за программа? Мне приятно, что вы так хорошо знаете наши программы, наши нормативные документы. Это муниципальная программа, она нацелена на поддержку социальных незащищенных слоев населения. Значит, в этой программе сидит ряд мероприятий, в том числе выдача материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это либо значит, оказание помощи на приобретение медикаментов, хирургического, на хирургические операции, там, онкобольным людям, людям, оказавшимся в такой ситуации, когда нет средств на буквально на хлеб, на еду. Вот таким людям мы оказываем помощь. Там, различная максимальная помощь, там 18-19 тысяч рублей, но тем самым мы на протяжении 2016 года более 60 человек оказали такую помощь. Разные там суммы были, кому 5 тысяч необходимо не хватало, кому 10, кому 15 тысяч. Много нуждающихся именно онкобольных людей, которым необходимы операции, химиотерапии. Вот на такого рода проблемы мы выделяем материальную помощь. В этой же программе у нас сидит и оказание помощи сиротам, детям-сиротам, многодетным семьям. Вот, поэтому стараемся максимально закрывать вот эти вопросы. В том году у нас общая сумма была около 1,5 миллиона по этой программе. В этом году она у нас чуть меньше по сумме, но тем не менее мы стараемся всячески оказывать всем слоям, всем людям, которые нуждаются сегодня действительно в помощи. Хочу сказать, что очень много, на самом деле, со стороны государства различных социальных выплат происходит, осуществляется. И поэтому, в принципе, сегодня человек как бы защищен. Да, где-то пособия не всегда успевают за ростом цен, но тем не менее, как бы пособия есть, люди получают их, и одинокие матеря, и многодетные семьи, и инвалиды, и другие категории. Ну вот, кстати, я не знаю, в других городах есть такие программы или нет, но вот у нас эта программа, она уже действует очень давно. И, стараемся максимально охватить жителей города Саки. Говоря про город Саки, конечно, нельзя не упомянуть и микрорайон компактного проживания крымских татар, Медконсультант, да? Знаю, что там ведутся строительные работы, это детский сад, школа, вот буквально недавно наша съемочная группа также там побывала. Вот расскажите подробнее, что это за строительные работы, что там будет? Школы там не будет. Там сегодня начались работы по строительству нового детского сада на 150 мест. Это у нас этот детский сад находится в федеральной целевой программе. Сегодня, значит, полностью подготовлена площадка, огорожен участок земельный, ведутся подготовительные работы. Вырод котлован, буквально сегодня был там, работает техника, люди. И октябрь-ноябрь этого года мы уже будем иметь новый, красивый, современный детский садик, который будет максимально охватывать всех детей, не только из числа крымских татар, но и других национальностей. Сегодня мы думаем над названием этого детского сада, на крымско-татарском языке будет название. Вот. Кроме того, в микрорайоне Медконсультант, к сожалению, там очень давно
люди не видели хороших дорог, вообще их не видели, да, вот. И сегодня, значит, администрация города занимается проектированием этого микрорайона, и не только этого, этот микрорайон граничит у нас с двумя. Еще один новый микрорайон Аминхан-Султан-2, где выданы земельные участки, но и еще пока на сегодняшний день не ведется строительство. И северо-восточный микрорайон, где проживают представители разных национальностей. Сегодня эти 3 микрорайона в комплексе проектируются. Это общая площадь 90 гектар земли. Вот. На это уже выделены средства. И буквально в скором времени начнутся работы по строительству дорог, канализации, ливневки и других коммуникаций. Шерифбей, у нас есть первый дозвонившийся человек. Давайте послушаем вопрос. Алло, салям алейкум. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы поблагодарить Шериф Тимуровича за ту работу, которую он проделывает в городе Саки. Много мы слышали о нем. Много делает хороших, полезных вещей для крымских татар и для молодежи, как заместитель главы администрации. Поэтому хотелось сказать большое спасибо. Чохсаунус. Спасибо. Спасибо. Приятно, когда оценивают твою работу. Пожалуй, это самое приятное. Да, это приятно, да. Главное для нас, для чиновников, быть полезным людям, полезным обществу, городу, той территории, на которой ты проживаешь, и что-то делаешь. И не просто просиживать да, в кабинетах, а действительно оставить какой-то след в своей работе, чтобы когда ты ушел на пенсию, твои внуки, дети говорили, а вот это мой сделал дедушка, отец и так далее. Поэтому приятно, когда оценивается работа. Много, конечно, моментов есть и проблемных, где, конечно, люди не всегда всем довольны. Да? Есть какие-то, вот, что касается Аминхан-Султана, да? Там люди с 90-х годов не видели, я еще повторюсь, хороших дорог. На окраине города как бы находится микрорайон, и вот менталитет жителей микрорайона отличается от горожан. Они уже привыкли, что вот им в последнюю очередь все. Но сегодня ситуация меняется. Сегодня там современный детский сад. Никто не мог даже себе представить, что когда-то здесь будет детский садик. Сегодня он уже строится. Мы уже начали работу по подготовке кадров для этого детского. Следующий вопрос у нас был. Да. Шерифбей, я вас немножко перебью. Вот вы говорите, что будет открываться Хасметолса новый детский сад. Знаем, что вот у вас в школе еще будет открываться национальный класс, если я не ошибаюсь, правильно? И вы объявили набор вакансий. Что вот, есть ли уже желающие работать, и вот как вы проводите отбор, наверное, да, какой-то, на что в первую очередь обращаете внимание? С 1 сентября мы в одной из самых крупных школ города, школе-лицее, открываем класс с крымско-татарским языком изучения. Вот. Это не национальный класс, вообще слово национальные классы, национальные школы, они уже уходят, это как бы не совсем правильно. Правильно на крымско-татарском языке обучение, с крымско-татарским языком обучения или изучения. Вот мы открываем с крымско-татарским языком изучения. То есть один из государственных языков, сегодня на нем будет вести образование в этой школе. То есть это класс в целом будет обучаться на крымско-татарском языке? Нет, это будет класс на русском языке, но с крымско-татарским с изучением крымско-татарского языка. Это такая одна из форм обучения. Сегодня, к сожалению, мы не готовы к обучению, потому что перспективы вот что нашего города касается, школ, нету кадров. Опять возвращаемся к кадрам, да, то есть учебники, кадры, родители не всегда готовы к этому вопросу. Но вот к такой форме, как с изучением крымско-татарского языка, она подходит всем, она удобна, и в принципе в этих классах дети, они и получают знания и на крымско-татарском, и на русском языке, то есть такие билингвистические классы. Мы попробовали это в 2015 году, когда открыли группу с крымско-татарским языком обучения в одном из детских садов, и эта группа сейчас плавно переходит в этот класс, плюс добавляются к ней еще дети, и вот мы наблюдаем, что есть какой-то результат от этого. Вот. И благодарю, конечно, телеканал Милет, который отозвался, помог в плане осветить ту информацию, тот спрос наш на кадры после вашего репортажа, да, который вышел на телеканале. Люди начали звонить, приходить, многие, оставляют резюме, и мы уже ведем такую работу, поскольку вот в том году мы хотели открыть класс с крымско-татарским языком изучения, но не получилось, не было преподавателя. Поэтому этот вопрос оттянулся на этот год. Преподаватель 4 класса в этом году выпускает и берет первоклассников. Поэтому сегодня у нас есть вакансии учителей крымско-татарского языка. Сегодня есть вакансии воспитателей, которые владеют крымско-татарским языком. На крымско-татарский язык
есть спрос. Есть... Шерифбей Бардах Камулькунулса. У нас есть еще один телефонный звонок, мы обязательно вернемся к этой теме. Алло, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Буйрнус. Ассаляму алейкум. Да. Вот я хочу задать вопрос. Я вот живу в Охотниково. Ага. Вот. Вторые уже 2 сутки, наверное, мы сидим без воды. И это бывает часто. Вот. Можно ли этот вопрос решить как-то? Вот это вот вопрос шерифу Тимуровичу. Я по долгу своей службы работаю на территории муниципального образования городской округ Саки, и Сакский район не входит в наши полномочия, но я обязательно передам коллегам из Сакского района, они находятся на этаж ниже, там есть новый заместитель главы администрации, крымский татарин Рустем Галилов, я завтра обязательно передам ему эту информацию, я думаю, он подключится к решению этого вопроса и выяснит причины, и я думаю, поможет. Вернемся к кадровому вопросу. Шерифбей, вот вы сказали, что не было возможности, да, открыть вот новый класс из-за нехватки квалифицированных специалистов. Да, вот как-то даже немного это как-то неприятно звучит, если честно. Неужели вот у нас нет молодежи, достойных специалистов? А может быть, проблема в том, что не устраивают условия работы? Смотрите, молодежи много, специалистов много, да, но сегодня вот такая парадоксальная ситуация, когда и спрос есть, и предложение в принципе есть, но спрос и предложение не могут себя найти, да. В чем проблема? Вот пока, если честно, не могу объяснить, да, то есть эту ситуацию. Либо люди потеряли интерес к этой профессии, да, которые обучились, получили образование, либо нашли себя в новой сфере какой-то, либо не устраивают условия труда, возможно. Хотя сегодня преподаватели получают, ну, не низкую заработную плату, да, я бы не сказал сильно высокую, но не низкую. То есть среднюю заработную плату. В принципе, условия труда сегодня позволяют работать. Вот. Поэтому пока не могу понять. Я знаю, что много специалистов, заканчивающих факультеты крымско-татарской филологии, да, мы делали запросы и в КФУ, и в КИПУ. Вот. Есть кадры, однозначно есть. Кто-то живет, может, где-то в селе, и неудобно транспортное сообщение, да, приезжать и уезжать. То есть есть такие вопросы, да. Но хочу сказать, что вот сейчас тенденция пошла к тому, что люди просыпаются, начинают просыпаться и интересоваться, я же повторюсь, приходят, резюме оставляют, звонят, спрашивают разных возрастов, и молодежь, и более старшее поколение. Я думаю, вопрос времени. То есть в течение года-двух спрос найдет предложение, предложение найдет спрос. Поэтому здесь как бы в этом плане все. Хочу вот еще раз обратиться к соотечественникам, да, и вообще людям, владеющим крымско-татарским языком. Приходите, у нас есть вакансии, у нас есть место для вашего трудоустройства, поэтому рады будем сотрудничать вместе, обучать наших детей одному из государственных языков Крыма. Ну вот на данный момент сколько уже поступило заявок? Ну, я же говорю, они еще не систематические, кто оставил резюме, кто позвонил, ну, пока единицы, скажем так, пока единицы, ну, я думаю, вот по детскому саду мы уже начали работу, сегодня мы уже видим руководство детского сада в перспективе, мы видим, что уже люди начинают интересоваться, что садик открывается, слышали, начинают приходить, поэтому я думаю, вопрос времени, но хотелось бы сказать нашим соотечественникам, что сегодня спрос вообще на воспитателей есть. Вот. Не только с крымско-татарским языком, который владеет, вообще воспитателя, педагоги. Сегодня есть спрос на это. И образование – это один из ключевых моментов, который необходим крымчанам разных национальностей. Порой наш главный враг – это невежество, незнание каких-то, да, тех или иных вопросов. Когда люди будут образованы, сегодня это, это нужная инвестиция в наше будущее поколение, поэтому этому вопросу нужно уделять большое внимание. И мы в рамках вот этого сегодня прорабатываем момент сотрудничества с КИПУ. Мы уже общались с руководством института предварительно, вот, намереваемся заключить такое соглашение. Но это пока вот с моей стороны такое намерение. Я думаю, что и руководитель КИПУ тоже отреагирует на это. И в рамках этого соглашения мы будем проводить профориентационную работу, кадровые резервы формирования и так далее, и так далее. Потому что это такая системная работа, ее нужно вот проводить от начала до конца и системно, постоянно. Как говорят, кадры решают все.
Интересная инициатива. Я думаю, другим районам также можно перенять вот ваш опыт. Шерифбей, ну вот знаю, что, конечно, в администрациях регулярно проводятся и приемы граждан, да, когда каждый житель может обратиться со своей проблемой. Вот жители города Саки сегодня в основном с какими проблемами обращаются? Ну, очень много вопросов по справкам о реабилитации. Да, 2 года назад подали заявление, до сих пор не получили. Вот. Хотя вопрос вроде двигается, получают постепенно, но, конечно, хотелось бы максимально быстрее выдать всем людям справки, чтобы люди понимали, да, они реабилитированы, и у них есть права, и у них есть определенные льготы. Вот. Вот этот вопрос основной. Вопрос квартирного учета. Вот основные такие вопросы, касающиеся межнациональных отношений, каких-то там конфликтов, такого у нас на территории пока, к счастью, нет. Да, и хотелось бы, чтобы их и не было. Вот. Сегодня на нашей территории все спокойно, все конфессии, все национальности уживаются, находят общий язык, работают на благо города. Поэтому вот основные вопросы вот такие социально-бытовые. Вот. Ну, я думаю, с принятием вот определенных нормативных актов, мы видим сегодня, Республика Крым принимает законы, где вносит изменения, расширяет перечень льгот. Поэтому, я думаю, вопрос времени, этот вопрос решится. Если у сакчан есть какие-то вопросы, у тех, кто проживает на территории города Сака, приходите к нам. Двери моего кабинета всегда открыты. У меня есть приемные дни, но я принимаю всех и без времени. То есть, если есть свободное время, нет совещания, я принимаю. Есть отдел межнациональных отношений, 324 кабинет, поэтому приглашаю. По любым вопросам постараемся в рамках своих полномочий помочь. Шерифбей, ну у нас вот буквально не так много времени осталось, но вот все-таки нельзя не сказать о том, что вы еще и занимаетесь общественной деятельностью, да, и вот ваша организация «Вместе», которая в прошлом году очень успешно заявила о себе, проведя форум межнациональный. Вот в этом году какие планы, что планируете реализовать, какие цели? Планов вообще очень много, да, у нас вот 2 организации, которые сегодня серьезно работают в городе Саки, это Инкишаф, общественная организация крымских татар, да. Инкишаф и общественное движение «Вместе». В принципе, общественное движение «Вместе» было создано на площадке 2 организаций Инкишаф и РСМ, и сегодня эти 2 организации идут вместе, реализовывая те или иные проекты. Сегодня работаем над созданием молодежного клуба в городе Саки, буквально сегодня прорабатывали положение этого клуба. Вот. Ну, форум однозначно в этом году, 2-й будет региональный межнациональный форум. В рамках вот муниципальной программы «Саки. Город дружбы» мы издали вот такой календарь в этом году, красочный, где отразили все национальные религиозные праздники жителей Крыма, города. Работы очень много. Что касается вот Инкишафа, недавно была акция, организованная Искандером Беляловым, организация экскурсий старейшин города в те места, где ведется строительство культовых и значимых объектов для крымчан. Это и мечети, и школы, и мемориальные комплексы. Люди были удивлены, приятно удивлены. Вот, конечно. Нужно отметить, что это для аксакалов было, да? Вот да, это для аксакалов, и это очень хороший имеет эффект. Люди воочию видят, что происходит в республике, какие изменения. И вот благодаря вот такой инициативе Искандера Белялова люди сегодня своими глазами увидели, как оно все есть. Действительно, темпы большие, быстрые, серьезные, много чего делается, реализовывается. Вот, от нехватки иногда порой информации люди вот сами себе додумывают что-то, поэтому нужно смотреть, нужно ездить, и тогда будет полная объективная картинка. Вот. Сегодня мы с Инкишафом, с общественной организацией Инкишаф, у нас общественная организация Инкишаф входит в Совет по межнациональным отношениям при главе администрации, также в общественный совет города. Вот, Искандер Ага, сегодня вместе мы занимаемся над тем, чтобы создать программу организации, потому что сегодня власть не может работать без общественных институтов. Вот также общественное движение «Вместе» сегодня поднимает актуальные для города вопросы, и парк, и спортивные площадки. То есть, переживая, пропуская через сердце вот эти вопросы, мы помогаем, они помогают, общественники помогают городу решать те или иные вопросы. Сегодня вот у нас такая инициатива в рамках указа президента страны о реабилитации народов. А реабилитация народов невозможна без полной ее реабилитации, да, то есть не только какие-то социально-бытовые вопросы, но и вопросы, касающиеся в целом народа, в целом республики. Это вопрос, конечно, топонимики Крыма. Мы сделали запрос, я сделал от администрации запрос в Госархив, Искандер Ага Белялов сделал запрос от Инкишафа, и мы сегодня получили вот сведения из архивной службы с печатями 1864 год, где полностью
указаны все наименования населенных пунктов, какие они были. И мы сегодня прорабатываем этот вопрос о том, чтобы Эскендер Белялов на встрече с президентом Российской Федерации, с Владимиром Владимировичем Путиным, на заседании Совета поднимал этот вопрос. В рамках нашего форума была резолюция. Один из пунктов был этот вопрос топонимики. И мы хотим сегодня в нашем муниципальном образовании синициировать вопрос. Вот 2 таблички на въездной группе в город на русском кириллице с современным названием и историческим названием на английском или латинице, историческое название города. И если мы это сделаем везде, повсюду по Крыму, то это даст дополнительную экзотическую привлекательность республики с целью привлечения туристов в наши регионы, потому что уникальные названия, они сегодня, отождествляют ту или иную территорию. И мы знаем, допустим, село Михайловка в Сакском районе, у него было два села, было и Тузлу, и Михайловка. Сегодня мы ставим вопрос, чтобы сделать 2 таблички, и Михайловка, и Тузлу. Шерифбей, бүтін ишлеріңізде Алла қолай кетірсін. Бүгін студиямызға келіп, біздің суалларымызға жауапларыңыз үшін çok sağ olunuz. Daima sizni musafir olarak bizim studiyamızda көрмеге memnunuz. Çok sağ olunuz. Урметлі сeyirciler, мен сізге hatırlatam, бүгін студиямыздың мұсафыры Сақ шер мемориет башының муавини Шериф Османов еді. Біз Сақ районы ақында, Сақ шер ақында сөз жүрсеттік. Açıklaf программасы böylelikten sonuna yetip, sizge iyi akşamlar dileyip, görüşmek üzere. Sağlık ne kalınız.